Нальчике. Много лет мы шли к этому событию. Были многочисленные просьбы верующих, попытки организовать общественность, усилия властных структур. Но, видимо, предопределено было построить мечеть именно здесь и сейчас. Трудно переоценить значение этого события как для мусульман, так и для всего народа республики, независимо от национальности, вероисповедания. Мы верим, что с открытием соборной мечети еще более утвердятся в нашей жизни глубокие духовные идеалы, заложенные в традиционных религиозных учениях. Именно эта вера привела сюда всех нас, и депутатов Федерального собрания России, и парламент республики, членов правительства, и наших гостей из Координационного центра мусульман Северного Кавказа, и делегации районов и городов, и многочисленных горожан. Происходящее величественное событие является еще одним ярким свидетельством гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в республике, внимание государства к правам, свободам и интересам граждан. Ни для кого не секрет, что энергия и воля президента Кабардино-Балкарской республики Валерия Мухамедовича Кокова были основным движителем того благородного дела, которое мы сегодня отмечаем. Постоянный и пристальный интерес и личное руководство процессом позволили в короткие сроки и с высоким качеством возвести эту соборную мечеть. Здесь уместно высказать слова особой благодарности нашему земляку, известному предпринимателю, депутату Государственной Думы Арсену Башировичу Канокову, ставшему основным спонсором строительства мечети. Коллективу компании «Кабал-Гражданстрой», построившему этого сооружения, всем тем, кто был так или иначе причастен к этому событию. Еще раз хочу высказать твердую уверенность, что масштаб и значимость сегодняшнего события глубоко и благородно скажутся на жизни нашего народа, особенно в духовном-моральной сфере. Для исполнения мусульманского обряда приглашают сюда преподавателя Исламского института Мухаддина Сабанчиева. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أعمالهم وفي النار هم خالدون الآخر وأقام الصلاة الآخر وأقام الصلاة وآه فعسى أولئك سبحان ربك رب العزة عما يصفون الله رب العالمين. Слово предоставляется райс-имаму Черекского района Сыканову Мухаддину Мансуровичу. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المختار وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, меня переполняет чувство душевного
волнение и гордость иметь возможность обратиться к вам. Мои братья и сестры, от имени мусульман Кабардино-Балкарии и поздравить участников торжества двойного байрама и с историческим событием в республике открытием Республиканской соборной мечети. Мы надеемся, благодаря Аллаху, сегодняшний байрам поможет укреплению дружбы, сохранению стабильности и мира народов на земле Кабардино-Балкарии. 15 лет тому назад даже невозможно было мечтать о таком дне. Но Аллах велит. Благодаря Аллаху наша страна перешла на демократический путь развития. И это дало возможность гражданам свободно выполнять свой религиозный помысл. Наши деды и бабушки, отцы и матери мечтали о таком дне, тайно молясь, Аллаху ушли из жизни. Вот уже несколько веков наши народы, проживающие на территории мусульманской, то есть на территории нашей республики, поклоняются трем мировым религиям – мусульманской, христианской и иудейской. Но благодаря Аллаху никогда на почве религиозных и национальных разногласий не произошли конфликты. Конечно, этому способствовала мудрость наших народов. В этом своими конкретными делами пример показывает президент. Знает, как миротворец, что основным поступками ислама, православия и других религий является мир, справедливость, человеколюбие. Поэтому он всегда поддерживает связь, что не без его участия строительство этой великолепной соборной мечети посещал, контролировал, всячески помогал, давал конкретные советы. Счастья и долгих лет жизни. Как я уже выше отметил, поклонялись единому Всевышнему Аллаху, выполняя основные постулаты Корана и Сунны посланника Аллаха Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Наше поколение старались выполнить это завещание как смогли. И мы тоже завещаем точно так же грядущим поколениям. Да. Церкви Кабардино-Балкарии отцу Валентину. Ваше Высокопревосходительство, Ваше Превосходительство, досточтимые имамы, досточтимые правоверные братья, мусульмане и все Богом хранимые жители города нашего и благословенной нашей республики. Сердечно и вседушевно поздравляю вас с великим и радостным событием открытия соборной мечети Кабардино-Балкарии. Вознося благодарение всещедрому Богу, подателю всяческих благ и оказавшему милости в этот святой день, мы желаем вам благословения Всевышнего на вашу глубокую, живую веру, на ваши святые молитвы, на ваши добрые дела. Ныне возведенная соборная мечеть стала не только украшением нашего города. Здесь имамы будут передавать свое знание, способствующее духовному просвещению человека. Открытие мечети – это яркое государственное, религиозное и общественное событие в жизни нашей республики и всего Кавказа. И дай Бог, чтобы на нашей земле было больше святых мест, где всякий человек мог бы вознести молитву всемогущему Господу Богу о благоденствии своих родных и близких, о изобилии даров земли нашей и о мире на ней. Бога Творца призывает нас к миру, согласию Кабардино-Балкарии. Спасибо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах.
уважаемые друзья, братья и сестры, сегодня для нас, для всех это большой праздник, большое событие. Ведь для мусульманина лучшего и прекрасного подарка и праздника не может быть, когда на земле строится мечеть. Само слово «мечеть» что означает? Это то место, где поклоняются Всевышнему. Всевышний сделал всю землю для нас мечетью. Везде можно молиться, если найдешь чистую землю. Но когда строится мечеть, это особый дом. И в книге сказано: «Ман бана лилляхи масджидан фид дунья, бана Аллаху лаху камислихи фил джаннати». Кто, говорит, ради Аллаха на земле построит мечеть, то Аллаху Таала этому человеку в раю построит такой же, говорит, дворец. И вот те люди, которые построили эту мечеть, иншаллах, им и его родным и близким уже уготовано место в раю. Дай Аллах здоровья вашему президенту. Этого человека уважают и любят не только в Кабардино-Балкарии, но во всем Кавказе, да и во всем мире. Я с этим человеком вместе был в делегациях, в Малайзию вместе летели. Этого человека везде знают и уважают. Мудрость этого человека, она везде нужна. Поэтому я вас всех прошу, чтобы мы все не забывали, молились, чтобы Аллаху Таала дал здоровье этому человеку. Такие люди нам нужны. То, что этот человек взял на себя ответственность, и то, что нашлись те люди, которые и они просили у Всевышнего, чтобы Аллаху Таала дал им свободу религии. Мы сегодня ведь обязаны и ответственность. Если пятничный день, вот сегодня пятница, азина к намазу, а ты проходил мимо, это уже будет лишние стулья стояли. Вам нужно всем сюда приходить. Не обязательно уметь молиться. Человек, он не рожден. У вас есть имамы, у вас есть муфтии, образование которых может позавидовать любой другой. Вам повезло, у вас есть такие люди, есть такие преподаватели, есть такой исламский. Да мы не знали, да мы не видели, да мы не слышали. Об этом, обо всем говорится. И в телевизоре они постоянно выступают. У вас ученые люди, вам повезло. Я просто вас прошу всех приходить, становиться за ними, слушать то, что они говорят, и говорят. Ведь пророк наш Мухаммад, алейхиссалату вассалам, сказал: в мечеть заходишь только для молитвы. Зашел в мечеть и имеет право разговаривать только один. В мечети разговаривать никто не имеет права. Я вас всех прошу, вот эти вот мечети должны быть много, квартальные мечети. Но в пятницу вы все должны в городе приходить, сюда будет хорошо. А теперь давайте все вместе помолимся и за здоровье вашего президента, и за то, чтобы Аллаху Таала дал нам фагфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман ва ла таджгар фи кулубина гилдан лиллазина аману. Спасибо вам большое. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые гости, дорогие жители Кабардино-Балкарии, я поздравляю вас с открытием соборной мечети в городе Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. Ну, в первую очередь, хотел бы поблагодарить нашего президента Валерия Мухаммедовича Кокова, который принимал изначально, с начала проекта, вместе с руководством республики, принимал активное участие в реализации этого проекта. И за возможность, которая была нашей компании, мне лично была предоставлена возможность, я это считаю как за честь, за достоинство, имел возможность построить такой богоугодный дом, который мы сегодня построили. И я еще раз говорю, для нас это высокая честь. В Российской Федерации, наша Россия, и в том числе республика, многонациональная и многоконфессиональная, в ней проживают около 160 национальностей. И любой человек, который проживает в России и в Кабардино-Балкарии, должен иметь возможность исповедовать ту религию, которую он получил с корнями, с рождением. Поэтому в том числе у нас в Кабардино-Балкарии, в нашей многорелигиозной республике, все жители должны иметь возможность и право исповедовать свою религию. Ну, я считаю, что вера воспитывает в нас более терпимое отношение друг к другу, доброту, надежду, и неважно, к какой конфессии мы относимся. Я убежден, что нет противоречий между людьми, исповедующими различные религии.
Есть люди недобросовестные, может быть, политики, которые иногда в своих целях, амбициях, иногда используют религию для того, чтобы в своих интересах, чтобы мы не должны допустить в республике, чтобы религия была использована для исламского экстремизма, радикализма. Поэтому наша компания, хотя я уже в течение 3-4 месяцев являюсь депутатом Государственной Думы, но непосредственно наша компания будет принимать участие в строительстве православного храма. Если нам будет такая оказана честь со стороны руководства и нашего президента, то мы будем принимать участие в проектировании и строительстве православного храма. Я еще раз хотел поблагодарить всех гостей и жителей Кабардино-Балкарии с открытием соборной мечети. Пусть она нам поможет сохранить мир и стабильность в нашей стране и в нашей родной Кабардино-Балкарии. Спасибо за внимание. Новые республики и гости столицы. Невозможно передать чувства, которые испытывают строители, передавая в этот памятный день символические ключи от светлого и величественного здания соборной мечети духовному управлению мусульман, чьим благословением оно возводилось. Многим известно, как воплощалась в жизнь идея строительства в городе Нальчике мечети на общественных началах. К лучшему положение изменилось тогда, когда ее сооружение взял под личный контроль президент Кабардино-Балкарской республики Валерий Мухамедович Коков, воплотивший в жизнь давнюю мечту мусульман республики. Строительщики, строители, монтажники, озеленители, транспортники, поставщики строительных материалов, инвестор строительства Каноков Арсений Баширович, благодаря пожертвованиям которого соборная мечеть именно сегодня стала реальностью, за что ему особые слова благодарности и уважения. Говорят, и буренные отчеты о ходе строительства и оказывал необходимую помощь. Стоя на этой площади, невозможно не отметить, насколько удачно было выбрано место для возведения соборной мечети. И в этом большая заслуга Начикского городского совета. Поздравления и благодарности строители адресуют главному архитектору проекта. Необходимое звено, которое поможет нам обрести веру и неверующих, будет активно способствовать духовному просвещению жителей республики и приумножит благополучие на земле Кабардино-Балкарской республики. А сейчас позвольте передать символ государственной комиссии. Передает глава администрации города Нальчика Бердов Хазратали Александрович. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые братья и сестры, уважаемые мусульмане, жители Кабардино-Балкарии, я хочу поздравить вас всех с великим праздником. Поистине, открытие соборной мечети, центральной республиканской мечети, это большой праздник для каждого мусульманина, для каждого жителя. Так как эта мечеть, иншаллах, мы надеемся, будет центром мира, который в это трудное время нашел возможность поддержать верующих, поддержать мусульман в строительстве этой мечети. Также хотелось бы отметить большой вклад правительства Кабардино-Балкарской республики во главе с Губиным Геннадием Сергеевичем и парламента Кабардино-Балкарской республики, которые всемирно помогали в возведении этого объекта. Кроме того, хотел бы поблагодарить строителей, озеленителей, всех, кто прямо или косвенно какое-то отношение имел к строительству этой мечети. И особо хотелось бы отметить помощь спонсора, депутата Государственной Думы Арсена Башировича Канокова, который действительно, если честно сказать, без его помощи вряд ли бы мы сегодня могли бы открыть мечеть.
мы бы ее открыли бы, но может быть через год, может быть через 2 года. Действительно, при его поддержке сегодня в такой короткий срок удалось, в очень короткий срок удалось открыть мечеть. От имени всех мусульман республики поблагодарить его за это. И не только его. Вы знаете, что были собраны мусульмане республики, собирали деньги на строительство мечети. Кто принимал участие в сборе этих денег, и все, кто принимал участие в строительстве, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, и еще, уважаемые мусульмане, сейчас, после того, как мы перережем ленту, все сюда не поместятся. Поэтому, кто не сможет сюда зайти, не сможет совершить молитву, пожалуйста, пусть нам... Растягивайте. Не торопитесь. Удовольствие. Не торопитесь. Не торопитесь. Сказаныз. Не торопитесь. Не хочешь, да? Зайдешь? Михаил, заберите. Валентина. Валентина. Пожалуйста. Пойди, юг, поедете, вот за доброе время. Старик. Рашид, делитесь? Надо, просто... Петрович, насколько? Премьер-министр. Премьер-министр. Что?
Наташка, отойди.